среди тех, кто должен прийти, а потом один человек, к сожалению. Да. К сожалению, по болезни, да. Вот. Но, тем не менее, я вообще всю вот эту свою коллекцию использую и собираю в образовательных целях. Я преподаю анимацию через историю анимации, ну и мультимедиа вообще. И одна из моих групп дизайнеров училища 1905 года на занятиях выполняла следующее задание. Мы сопоставляли ряды медийные. Вот этот ряд, который вы видите, это визуальный ряд. И, соответственно, сейчас мы ему сопоставляем некий текстовый ряд, ну или аудиоадрес, как мы его озвучиваем. И вот это сопоставление, на самом деле, носит сложную структуру. Сейчас то, что мы пытаемся сделать, полностью продиктовано изобразительным рядом. Иногда бывает наоборот, что изобразительный ряд полностью соответствует текстовому. Иногда это все переплетается более сложно. Вот. У нас было такое задание, чтобы придумать к имеющемуся изобразительному ряду со всеми его тонкостями, а мы очень быстро просмотрели и много не увидели, подходящую историю. Мы пытались сначала совместить уже существующий визуальный ряд с настоящими историями про Красную Шапочку, но это не получилось. Я не знаю, читал ли кто-нибудь из вас настоящие истории про Красную Шапочку, братьев Гримм и Шарля Перро. Это потрясающие, жестокие, кровавые такие истории с очень интересными деталями. Но ни одна из этих настоящих готовых историй сюда не ложится. Ну, есть только некоторые какие-то детали. Например, я думаю, никто в детских книжках никогда не читал, что у Красной Шапочки там бутылка вина была в его. А тем не менее, она здесь очень хорошо видна. Ну вот, и поэтому, чтобы не пытаться вот к этому исторически существующему феномену вот этих слайдов странных немецких прилепить более старые сказки Гримм и Перро, я дал задание студентам придумать свою трактовку, но очень точно совпадающую с тем, что видно на экране, со всеми деталями. И вот одна из этих интерпретаций мне просто очень понравилась, потому что она настолько точно соответствует графике, что просто потрясающе. Я вот вам ее сейчас зачитаю. Ну, чтобы продемонстрировать, насколько можно вот действительно делать эти показы, если подготовиться круто. Ну да, еще музычка должна быть. Тоже был такой вариант, что был бы человек, который нам это озвучил. Да, на органе тоже. Ну вот тоже не получилось. Жила-была невинная девочка вместе со своей матерью в небольшом домике на опушке леса. И звали ее Красной Шапочкой, в честь главного убора, который она носила для искупления греха своей матери, поддавшейся преступной страсти и понесшей ребенка без мужа. И в один день мать отправила свое чадо к бабушке, для того, чтобы она отнесла ей святой воды и освященного ключа. Стоп, я скажу, как мне нужно. И наказала она ей, чтобы та была осторожна, ибо путь длинный и опасный, но если вера ее будет сильна, то с ней ничего не случится. Следующий, пожалуйста. В лесу Красная Шапочка встретилась с волком, но она была еще мала и неопытна, и верила, что однажды вставший на путь греха может сойти с него. Но она не рассчитала, насколько глубоко уже волк погряз в нечистотах, поэтому ее кроткие мольбы встать на путь истины и уверовать в Господа нашего ни к чему не привели. И пока она пошла своей дорогой к бабушке, волк пошел своей, более короткой дорогой. И, конечно же, пришел туда раньше. Можно пока задержать слайд. Вот, на самом деле, если настроить резкость, то будет видно, что здесь, что Красная Шапочка не боится волка. То есть вот здесь есть какие-то такие тонкие моменты, которые действительно мало объяснимы в тех сказках, которые есть. А здесь каким-то образом объясняются. Получаются такие забавные вещи. Вон, очень нравится, например, как ножка у Красной Шапочки так стоит, вот буквально она так стоигрывает со случайным незнакомцем. Полоборота. Так, давайте дальше смотреть. И когда бабушка увидела волка, она поняла, что пришел момент встретиться со своим Создателем. И она подняла руку кверху, чтобы последний раз перекреститься, ибо она уже была готова войти в рай. Это тоже очень интересно, потому что такой жест совершенно потрясающий, по-моему. Такая поднятая рука и гордое лицо. Не знаю, видно здесь все тонкости выражения лица. Вот, то есть вот есть же что-то такое в этом визуальном виду, что позволяет делать такое сопровождение. Давайте дальше что-то смотреть. И когда Красная Шапочка пришла к дому своей бабушки, она тут же поняла, что произошло. И спокойно отдалась во власть волка, ибо чувствовала, что ее вера сильна как никогда, и Господь наш всемогущий ее не оставит. И она знала, Спаситель близко. Следующие 4 слайда. А
дальше вообще потрясающая история, потому что не совпадает ни с одной из сказок. Вот вы сразу так сказали, охотник. На самом деле, это нифига не охотник, если присмотреться. Это очень даже служивый человек. Солдат. Звание, да, такое. Вот, явно солдат. В форме. Да почему? Может быть, охотник. Ну, я не знаю. На охоту с саблей, это, конечно, очень... И после того, как волк заснул, и вправду появился лесник, посланный на ее спасение ангелом-хранителем. Дальше мы смотрим. И как архангел Михаил вознес когда-то свой огненный меч, так и лесник своим ножом распорол брюхо нечестивому зверю, пока тот наслаждался своими порочными снами. И вылезла из него красная шапочка, поднимая перст к небу и крича: «Свершился суд Бога». Дальше. И после того, как Красная Шапочка и ее бабушка были спасены, лесник и маленькая девочка взялись за руки и вознесли молитвы к Всемогущему, чтобы он помиловал волка, ибо он тоже тварь Божья и заслуживает милости. А бабушка стояла вдалеке и, сложив руки в молитвенном жесте, возносила хвалу Господу за то, что он помиловал этого зверя и дал ему второй шанс в этой жизни, чтобы творить добро. Дальше. После этого они втроем решили вкусить кровь и плоть Христовой и вместе прославить всемогущего нашего Создателя за столь чудесное происшествие, которое означало то, что Бог простил грех матери за безграничную веру и послушание дитя ее. Да. Это вот такая интерпретация. На самом деле, если присмотреться, вот можно предыдущий слайд еще вернуть, тут есть свобода и для других интерпретаций. Например, вот это, по-моему, уже такая сюжет сватовства на самом деле. Потому что бабушка умилительно смотрит на эту замечательную такую пару, а дальше они распивают уже вино, принесенное Красной Шапочкой. Замуж. Да, буквально идет замуж. А еще можно пересчитать ноги и не досчитаться там где-то 4 ног. Это тоже очень забавно. Ну вот, можно еще кататься. Ага, смотри, что там. Вот, ага,